Селям алейкум, витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова. Селям алейкум, сайгла АТР, телеканал на телесерджилера. Бугун информацион программа с насири тесенс. Зерачун мен Гульсум Халилова чалшам. Венне в бетике яйнамызны біз русталиндиалы баражех весонки актуаль мевзуларны музакире этеджекмас. Я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это Виктор Бабаренко, политолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики, член Громадської ради при НАЗК у 2017-2019 роках, екс-член наглядової ради Суспільного мовника. Пане Вікторе, вітаю вас. Селям алейкум. Алейкум ассалям. Доброго здоровья вам. Слава Украине! С этих слов, наверное, правильнее всего начинать сегодня все наши эфиры. И сегодня действительно Украина пишет историю. И наши на фронте, в том числе, достижения, сегодня, как мы видим, в том числе зависят от поставки вооружения со стороны наших западных партнеров. В последнее время поступает очень много новостей относительно того, что, вероятнее всего, в Украину могут осуществляться отправки различных зенитно-ракетных комплексов. И стало известно, что сенаторы Соединенных Штатов Америки от обеих партий давят сейчас на Пентагон относительно отправки F-16 в Украину. Об этом сообщает Политика, говорится в письме 8 сенаторов к министру обороны Ллойду Остину. Конфликт между Россией и Украиной сейчас находится на критическом этапе, пишут сенаторы, утверждая, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение России продолжается уже второй год. Пишут сенаторы следующее. После разговора с американскими и украинскими иностранными лидерами, которые работают в поддержку Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос о предоставлении Украине самолетов F-16. Также Министерство обороны Польши сообщило о том, что недавно планирует несколько стран передать нам самолеты МиГ-29. И даже правительство Словакии начало рассмотрение вопроса о МиГ-29 для Украины. Как вы сегодня оцениваете поддержку западных партнеров в военно-техническом плане? И стоит ли нам рассчитывать на то, что в ближайшей перспективе мы действительно получим необходимые нам самолеты МиГ-29 и даже, возможно, F-16? Мы однозначно получим все оружие советского еще образца, хотя мы понимаем, что уже несколько устаревшие, но тем не менее рабочие, и мы будем им активно пользоваться. Я также уверен, что будут поставлены и самолеты F-16, хотя тоже надо говорить о том, что это не самое современное оружие на вооружении западных стран. Тут дело времени. И вот то, что как бы сбили русские в международных водах американский беспилотник, еще раз еще добавить, как бы, ну это как, знаете, есть деткам дают такие пирамидки, платформочка, стерженек, и на него нанизываются такие эти кружочки, да. То есть этот инцидент, этот с БПЛА не станет чем-то таким, ну что вот они скажут, ну все, это уже там последняя черта. Но это еще и когда-то она наполнится, тем более, что русские делают сами ошибки, ну какие ошибки, то есть они показывают свое зверство, да, свою нечеловечность, и это усугубляет, эти колечко нанизывается, и скоро мы эту пирамидку выстроим, и результатом станет то, что дадут и F-16. Итак, подведем итоги. М-29 дадут нам по-любому, F-16 дадут тоже по-любому, но не сразу. Но время-то идет уже больше года, как мы сопротивляемся российскому агрессору, и наши достижения на фронте зависят от предоставляемого нам вооружения. И очевидно, что чем быстрее, тем лучше, так как Россия рассчитывает на то, что этот конфликт затянется. То есть время, оно играет больше на руку России, чем нам. Я бы так не сказал.
Так. Почему? Потому что Россия вот сейчас уже 2 месяца выедает весь дефицит бюджета 2023 года. А выплаты делать надо. Война дело дорогое. Да, надо платить ихним, ну, мобикам, там говорят, в районе 200 тысяч платят, там тем, которые контрактники от 300, там что-то все равно ЧВК Вагнер, даже если они получают не бюджетные деньги, это все равно какие-то деньги, где-то же их берут. И это дорого, да, они выплачивают 3 миллиона по ранению, они выплачивают, ну, это по инвалидности, миллион по ранению, 3 миллиона по инвалидности, 7 миллионов за тело в мешке, вот, и это тоже выплаты, это серьезные выплаты, то есть России воевать дорого. Это Путину так рассказывают, что мы их пересидим. Все почему? Из-за больной ментальности какой-то части русских, которые поддерживают Путина, и самого Путина, который думает, что вот, ну, деды же воевали, деды же победили, мы там сильнее всех духом, все остальные слабаки, все остальные сдадутся. Мы их, если не пересидели в эту зиму, то пересидим в следующую, они начнут сдаваться, просить мира. И это они думают в первую очередь о западных странах, что они, ну, вот эту зиму пережили, следующую точно они переживут, они Мгм. смеялись, вот. И поэтому убежденность и Путина, и части российского общества в том, что они пересидят, и мы посыпемся первым. Но это ошибочное мнение. Это ошибочное мнение, но на основе этого мнения зыждется как бы их стратегия. Они действительно и на самом деле думают, что они победят, потому что вот началась длинная война, да, если Блицкриг у них не получился, и в длинной войне они выиграли. Наоборот, мы сейчас, нам 18 миллиардов евро дает Евросоюз, нам 18 миллиардов долларов дает Соединенные Штаты. У нас на 40 миллиардов открыт фактически неисчерпаемый ленд-лиз. Закрыт наш бюджет. У нас с бюджетом не будет проблем, в том числе и выплат нашим бойцам, в том числе и выплат нашим бюджетникам. С каких делов мы должны посыпаться? Мгм. Казалось бы, но они скажут, ну, русские же воины духом сильнее, мы скажем, ой-ой-ой. У наших бойцов больше мотиваций. Там какие мотивации? Ну, деньги. Ну, деньги всегда хорошая мотивация, да? Выплачивают бойцу, который в окопах, там, ну, серьезные суммы, которых где-то в Тамбове, в Рязани и в Новосибирске точно не заработать. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Другая мотивация у российских солдат, тоже мотивация, которая есть у всех нормальных бойцов. Ну, а мы предполагаем, что там же не только уроды, а есть и нормальные бойцы, ну, во всяком случае, психологически устойчивые, да. Это мотивация, когда два солдата прикрывают спину друг друга. Ну, грубо говоря, там отделение или взвод, это называется солдатское братство. Мгм. Когда с кем-то стоим друг за друга, мы защищаем жизни друг друга, и это мотивация. Мы должны вместе выжить, ну или вместе погибнуть. Все, их мотивации закончились. У нас есть еще дополнительные мотивации. Как бы это банально ни казалось, это мотивация любовь к родине. Ми любимо свою батьківщину, ми любимо свою Украину, и это не пустой звук, как бы там Скобеевы над этим не ржали, иначе мы бы уже сдались. Но у нас еще есть дополнительная мотивация, и эта мотивация у нас за спиной наши семьи. И мы знаем, что такое Ирпень, Буча, Гастомель, что такое Мгм. там Изюм Харьковской области. Мы знаем, что наши дети и жены будут изнасилованы и убиты, если мы бросим фронт. И поэтому наш солдат не побежит. И еще бы я сказал, есть еще дополнительная мотивация. Украинские ЗСУ почувствовали вкус победы. Они почувствовали, что они лучше. И этот кураж,
это дополнительная мотивация. И поэтому я спрашиваю, я хочу спросить у всех, кто еще верит в Путина, вы верите, что ваши две мотивации победят наших пять? Нет, никогда. А как вы думаете, почему все-таки в таком случае львиная доля российского населения продолжает поддерживать Путина? Ну окей, первая мотивация там деньги и так далее. Но даже если обратиться к данным, которые были опубликованы Forbes, да, Россия почти в месяц на эту войну тратит больше 10 миллиардов долларов. Ну и если посчитать вообще бюджет, который она тратит на войну и выпускает, условно говоря, в один день ракета по Украине, это бюджет, годовой бюджет какой-то области в Российской Федерации. Неужели люди, которые проживают на территории России, которые просто живут в каких-то шалашах, у них даже нет нормального санузла и прочее, не задумываются над тем, что эти деньги могли бы пойти на их нормальную жизнедеятельность, жизнеобеспечение и благосостояние? Почему этого нет? На чем зиждется эта ментальность? Я действительно не понимаю это сознание. Вот эта ментальная особенность, ее трудно понять. Ее трудно понять нормальным людям, которые мыслят по-европейски. Уточню, у них из 140 миллионов населения, у 30 миллионов они пользуются туалетом во дворе. У Мгм. них больше 3000 школ. Больше 3000 школ, где нет туалета внутри помещения, туалет на улице. И это в каком-то Ханты-Мансийске, условно, где зимой температуры по минус 30. Вот. Но при этом вот о русской ментальности можно рассказать анекдотом. Вот я расскажу вам этот анекдот, ну, попадают, в общем, в какую-то там в ямку зайчик, лисичка и медвежонок. И начинают, ну, там диалоги. И лисичка хвастается. Мне мама приехала и новый сарафанчик привезла, такой классный, вот посмотрите. А зайчик говорит, а мне папа с командировки шортики подогнал, вот такие вот классные шортики. Мишка говорит, а я вам сейчас по морде дам. Русских. Мы нищие, мы будем ходить в туалет на улицу, но мы всем можем навалять. Мы самые сильные, мы такие. Деды воевали, если надо, повторим. Мы повторим, кому хочешь повторим. Кого хочешь, вы повторите, как в Европе, сделайте свои туалеты в доме, сделайте туалет в школе. Вот что вы повторите. Но они хотят повторить подвиг. Им Путин навязал, что это они победили Гитлера. Не все мы вместе, ну, потому что я понимаю, что Гитлера победил и украинский, белорусский, крымско-татарский народ, русский, казахский, там многие, но победили, плюс поляки, которые дольше всех воевали. Ну и И американский ленд-лиз, который был предоставлен американский Советскому Союзу. ленд-лиз, плюс американцы, армия Эйзенхауэра, плюс армия Монтгомери, британцы, плюс французы, которые ну, где-то на первом этапе подкачали, но потом воевали, но и югославские народы. То есть Гитлера победил коллектив. Но Путин навязал своим, что это они победили. И Мгм. поэтому они имеют исключительное право. А українці були бандерівцями, стріляли солдатикам в спину, значит, не до нация. Крымско-татарский народ вообще выселили, Предатели. Мгм. да, объявив предателями, точно так же чеченов, ингушей, калмыков, ну, Черкесов. и Мгм. многих, точно так же поволжских немцев. Но, в общем, они сделали, что победители только они. И вот имперская составляющая, ведь на самом деле они понимают, что ну, если там еще по Крыму, они там могут там говорить, что да, но в 91 году было аж 52% населения Крыма это этнические русские, хотя мы можем сказать, а до 44 года вас было большинство? Так нет же. Вот, а было как раз больше Кремлы, Да. было больше украинцев там,
Вот это потом это искусственно созданное большинство. Но если там еще там они могут, ну то когда Запорожье было Россией, с какого года? Запорожье это всегда ассоциация запорожские казаки, Запорожье, Бульба и все такое, да. Вот Сагайдачный и Дорошенко. Но ихняя имперская ментальность как раз позволяет им говорить, ну, все, где есть хотя бы два-три русских, это Россия. Вот, ну, полмиллиона русских живет в Германии. Они могут и в Берлин войти, потому что там тоже, наверное, кто-то угнетает русских. Мы уже не говорим о странах Балтии, да, где в Эстонии их там тоже до 30%. Вот там угнетают, значит, и хочется сказать русским, а вы попробуйте на Брайтон-Бич, тоже ж там большинство Ну русских. или Вы Аляску попробуйте, верните, если так да, или говорить, то они... Аляску попробуйте отжать у американцев. Что вы к нам? Вот вы сначала Аляску отожмите, Брайтон-Бич заберите, сделайте Нью-Йорк русским городом, а потом уже сюда. Но нет, они вот с одной стороны, они кричат всем, что они самые сильные, они сейчас по морде всем дадут, а с другой стороны, все-таки они боятся. Но подводя итог, можем сказать, что к великому, глубочайшему моему сожалению, этой ментальной болезнью болен не только Путин, а и те 55%, вот Путина сейчас поддерживает 78% политику Мгм. Путина, 55% из них полностью и безоговорочно. А еще 23 с оговорками. Ну, оговорки тут, знаете, там типа, мы за войну, но моего Ванечку не берите на фронт. Ну, вот такие оговорочки. Пане Но Вікторе, а як... Ага. 78% поддерживают политику Путина. Они считают, что он прав, захватывая чужое. А мир весь ополчился, потому что должны быть какие-то правила и принципы. И правила и принципы, которые записаны в уставе ООН, которые подтверждены на Хельсинской конференции всех стран 1975 года о нерушимости границ. И поэтому Крым для всех – это Украина, потому что вы взяли чужое, и вы будете получать, пока не выгребете. А вот эти 78%, о которых вы говорите, это большинство, получается, поддерживают политика Путина, поддерживают его агрессивные действия. Как вы думаете, эти люди, это вот все как раз, которые обладают этой имперской ментальностью, это у них в крови, или же все-таки это жертвы российской пропаганды? Ну, я бы сказал, знаете, как пропаганда не делает из людей идиотов. Пропаганда влияет на идиотов. Мгм. Вот в чем разница. Да? Она не делает нормальных людей идиотами, она на идиотов влияет. И А ну, точнее, в большинство... таком случае выявляет идиотов. Или так, да, да. Так точно, да. То есть веришь в Путину, ну, все ясно о тебе, да. Вот. Но на самом деле это, ну, это их ментальность. Вот, у людей, вот мы нищие, но мы гордые, вот мы выше всех, наша миссия спасти мир, все там типа, да не надо нас спасать, уходите. Вот еще в 2014 году я служил еще в Красной армии, ну, в общем, в советской армии, да, и там сослуживцы, в том числе мои ровесники, ну, тем, кому сейчас 50 плюс, там, типа, мне звонили, и там, типа, приезжай к нам, у вас же там бандеровцы к власти пришли, мы тебя спасем, мы тебя спасем. Да не надо меня спасать, я сам бандеровец. Мгм. Спасибо. Спасибо не надо. Не надо спасать. Но они всегда хотят спасать. Они хотят изменить мир к лучшему, потому что мир плох. А все, нас устраивает такой мир, как хотите. Так у вас же там ЛГБТ. Да не лезьте нам, какая вам разница. Это наши проблемы, мы разберемся. Так у вас же там капиталисты кругом, а мы вам справедливость принесем. Не надо нам нести справедливость. И получается, что вот мы видим же ну, классику. Кто меньше всего там ненавидит там русских? Ну, тех, кто с ними никогда не сталкивался. Там в Испании где-то, в Португалии, может быть, в Греции.
А где больше всего противников русского мира? Там, где русский мир хотя бы когда-то был. Это вот чехи, словаки, это румыны, это страны Балтии, это поляки. Вы поляков расскажите про хороших русских. Вот, и вам рассказывают. И мы наелись русского мира. Нам не надо нам спасать. Но они все равно, они устроены так. Я вам скажу вот что. Ментальность это динамическая постоянно, ну, это динамическая составляющая, а не постоянная, да, ментальность может меняться. Но мы вот, правда же, вот если глянуть, сейчас немцы все поголовно пацифисты, а 100 лет назад они все голосовали условно там за Гитлера, да, и хотели реванша, хотели там Третьего рейха, там еще чего-то, да. Точно так же когда-то и поляки хотели там Жечь Посполиту от моря до моря, да, там тоже у них какие-то были амбиции, но потом прошло. Те же англичане, ну, англичане времен Голсуорси, скажем так, викторианской эпохи и нынешние англичане это разные англичане, да, и у тех были имперские амбиции, вспомним того же Киплинга и нынешних англичан. То есть нации, этносы меняются. Уже сейчас и папуасы людей не едят. Заметьте, а когда-то же это было. А еще когда-то и наши с вами предки тоже неандертальцев убили и скушали. Вот, но мы же этого не делаем, мы поменялись. Так и русских можно исправить, но их может исправить только большая, большущая затрещина. Когда они вот как немцы получат, так получат, что поймут, что все их поведение было неправильно. И тогда изменится. Может быть за поколение, может быть за два, за три, но изменятся по-любому. Ну, поколением считается 25 лет, ну, условно, 4 поколения за век проходит, да. И мы будем надеяться, что они изменятся, и тогда с ними можно будет общаться. Но сейчас с ними общаться, когда они, являясь истинными фашистами, которые приходят, захватывают чужие страны, убивают, грабят, насилуют, но они при этом фашистами называют всех остальных, ну, это болен не только Путин, надо признать. Болен не только Путин, а все, кто так думает. Все, кто думает, что можно прийти и взять чужое. Но в Все, кто таком думает, что случае, можно прийти и народ выселить. Все, кто думает, что прийти можно и всех посадить. Все, кто занимается в самой России этноцидом, даже если это не геноцид, где они там требуют, а что же вы русские школы запретили в Украине? А где в России, где 6 миллионов украинцев живет, хоть одна украинская школа? А где школа там Эрзян или Макшан? Вепсов, где эти школы? Нет, вы убиваете, ну, вы калечите всех других, заставляя их называть себя русскими, но при этом они хотят вот этот русский мир прийти и подарить всем. Спасибо, не надо. Вот, так что, ну, ну и будем тому говорить. вот всем этим несуразицам, ну, как бы есть же тому живые явные примеры. Ну вот я родилась в Крыму. И все вот эти их заявления, что в Крыму кто-то там угнетал русскоязычный народ, там не разрешали разговаривать на русском языке и так далее. Я свободно разговариваю на русском языке и даже сейчас с вами в прямом эфире. Я выросла в Крыму, жила до 18 лет в Крыму, до оккупации полуострова, потом мы вынуждены были переехать. И никто никогда, хотя я крымская татарка, мой родной язык крымско-татарский язык, и зачастую в своем доме, в своей атмосфере, в своей школе мы разговаривали на крымско-татарском языке и одновременно разговаривали на русском, на украинском языке, и никто никогда нас не ограничивал и не говорил, почему вы там... ну, то есть вообще такого никогда не было. Мало того, вот я сейчас говорю по-русски, и поверьте, меня никто не обвинит в державной зраде. Вот, что я говорил по-русски. Ты дома говори на каком хочешь языке. Единственное, что украинская мова была языком армии, потому что приказы надо отдавать и понимать на одном языке. И это был язык державной службы, государственных служащих. Ну, так в любой стране. И в Польше, и в Германии, и даже
в тех странах, где много национальностей, например, в той же Америке, да, там, будьте вы хоть там с Латинской Америки, никто не запрещает мексиканцам говорить на испанском или китайцам на китайском в Соединенных Штатах. Никто не запрещает. Абсолютно. Но когда они приходят в мэрию, они вынуждены говорить на английском языке. И точно так же в Украине. Но русским именно это не нравилось. Они хотели, нет, вы не имеете права, вы должны еще и русский язык сделать государственным. С каких делов? Навіщо? Вот вы... А? Да, да, Навіщо? Ну, я да, просто, да. И вот, ну, я реально не но розумію. это Це их ж Україна. обижало, их имперскость обижала. А еще, вы знаете, вот еще в ментальности им просто ну, внушили, что они сильнее и лучше. Вот даже вот поражение, прошлогоднее поражение Российской Федерации было основано на том, что они думали, что вот зайдет их 300 тысяч, и все начнут сдаваться, все начнут цветами их встречать, там, поляныцами, да, хлебом, солью. Вот, они даже вообразить не могли, ну, потому что, ну, мы же русские, мы же... И и это же фашизм. Они же считают себя выше других, лучше других. Точно так же, как немцы времен Третьего рейха. Они считали себя универсальными, а там кто-то там, это евреи, славяне Второй и сорт, да. другие, да, это люди второго сорта. Вот. И на самом деле русские ведь так считают, что они, ну, на камеру он не скажет, он скажет, все люди братья, все должны помогать друг другу. Но между собой они так думают. И вот в этом, кстати, ну, это и причина их поражения, потому что незнание истории, вот им накрутили, да, что они там лучше, с какой стороны, с какого числа вы лучше, но тем не менее они так думали. Ну, вы знаете, вот для этого ведь работала российская пропаганда годами, десятилетиями. Распространяла она свою пропаганду не только на внутреннюю аудиторию внутри России, а распространяла она через своих купленных журналистов, псевдоэкспертов, псевдоаналитиков и своих телеканалов, корпунктов и прочее на территории других государств. И я вот с Да. начала широкомасштабного вторжения России в Украину очень часто сталкивалась с тем, что граждане совершенно других стран, там, условно, даже европейских государств, даже в Турецкой республике говорили о том, что да, вот сейчас российская армия, она же большая, это вторая армия мира, сейчас Украину захватит и так далее. Потом, когда не получилось, российская пропаганда стала говорить, да вот, это жест доброй воли, если бы мы хотели, мы бы захватили, но мы такие добрые и хорошие, мы не хотели. И действительно этому люди верят. Ну, сейчас уже меньше верят. Мало того, мы же давайте разделять. На Западе есть истеблишмент, да, и есть, ну, просто общество. И очень часто это разные позиции. И, скажем так, вот в той же Германии поначалу истеблишмент был не то что пророссийский, но именно убежден в том, что ну, против России не надо рыпаться, потому что они все равно дойдут до Парижа через Варшаву и Берлин. Они действительно думали, что это вторая армия в мире, пока мы им не надавали по шапке. Вот в феврале-марте прошлого года они отогнали, ну, сначала с севера, а потом осенью с Херсонщины и Харьковщины. Вот, когда оказалось, что вторая армия мира – это фейк. Но, тем не менее, да, многие на Западе так считали. Я надеюсь, уже все меньше таких, но еще остаются те, которые боятся все равно эскалации с Россией, потому что, ну, типа, Путин же дурак, он ударит ядерной бомбой. И все боятся вот этого последнего джокера россиян. И, ну, будут, я думаю, что они нас будут отговаривать от входа в Крым. Ну, вот мы летом, скажем так, выйдем на Чингар и Перекоп, вот, ну, прогнозируемо. Но нам будут союзники нас отговаривать от похода в Крым.
Для меня это печально, но А будут почему вы так аргументы. считаете? Просто я, извините, я вас перебила, я действительно тоже еще до широкомасштабного вторжения мы часто разговаривали, в том числе с вами, на эту тему, и мы видели, как вот какие-то там попытки наших западных партнеров усадить нас за стол переговоров, пойти на какие-то уступки и прочее. И даже по Крыму в начале широкомасштабного вторжения прозвучала цифра 15 лет на переговоры, что вызвало бурю эмоций и негодований среди украинского народа, среди крымско-татарского народа и прочее. Потом эта тема сошла на нет, канула в лету, и сейчас лидеры стран, которые предоставляют нам вооружение, а в авангарде этих стран стоит Соединенные Штаты Америки, Байден говорит, что мы будем предоставлять Украине вооружение столько, чтобы она смогла забрать свои территории, в том числе и Крым. Разве это не четкая позиция, риторика относительно того, что Штаты и наши партнеры поддерживают возвращение полуострова? Военным путем в том числе. Тут надо рассматривать много компонентов. Ну, давайте Но попробуем. главным из них я бы назвал вот этот страх западного истеблишмента о дальнейшей эскалации. Ну, дальнейшая эскалация – это только ядерная война. Мгм. То есть это ядерный удар, разовый какой-то по, ну, по какому-то, скажем, там, городу Украины, да, условно. Да, тактическое ядерное оружие, ну, чтобы вот наши зрители поняли, атомная бомба, которая упала на Хиросиму, была 15 килотонн. У них есть полкилотонные бомбы, есть даже фугасы 0,3 килотонны, ну то есть маленькие, ну, которым можно только обозначить, да, которым даже большой город не уничтожит, а даже маленький райцентр. Есть полкилотонные, есть килотонные, которые, ну, собственно, выпустить можно там из самолета, ну, можно какой-то баллистической ракетой. Но в чем проблема? В том, что часть западных политиков боится, что Путин на это готов. Ну, как крыса, загнанная в угол. Мало того, его марионетка Медведев это уже обозначил, что ваша попытка зайти в Крым закончится там типа, ну, ядерной войной. И этого будут бояться. Другое, что будут предъявлять, причем на камеры все будут говорить, Крым это Украина, Крым это Украина, все-все-все. Потому что даже сейчас опротестовать это получить в минус в политических баллах, в электоральных баллах, ну, в любой стране, хоть будь то Германия, да, неважно, в любой, ну, может быть, кроме Венгрии, в любой стране. Вот, поэтому на камеры все будут говорить, Крым это Украина, но в куларах где-то за сценой будут говорить, Владимир Александрович, зачем вам Крым? Там 3 миллиона людей, из них 2,5 нелояльны к вам. Или там пусть 2. Ну, тут мы можем очень долго спорить, потому что я считаю, что количество людей, нелояльных к Украине, на самом деле в Крыму значительно меньше. Но это другой разговор. Ну, если не Э, считать тех, которых Россия завезла после оккупации полуострова, их там а завезла предостаточно. 600 тысяч, а завезла 600 тысяч. Вот и считайте уже, эти точно будут нелояльны. Все Мгм. бывшие отставники, которые служили на Северном флоте, где-то в Мурманске, но на пенсию выехали в Крым, мы тоже понимаем, что да, ну минимум треть будут однозначно нелояльными. Но опять же, мы что, им собираемся дать гражданство? Однозначно, точно нет. Чемодан, вокзал, Россия, как говорится. Это они привыкли, я хочу умереть в России. Ну, езжай в Россию, езжай там в Подмосковье, там умирай, там сколько угодно. Вот, но тем не менее, такое будут Зеленскому говорить. Типа, а как вы собираетесь социализировать этот народ обратно в Украину? И точно тоже будут говорить о Донецке. Поэтому для многих на Западе идеальный вариант это, скажем так, выйти на линию разграничения на 23 февраля прошлого года. Ну, то есть откуда началось, туда вы вернулись и все, и типа и все в домике, да. И об этом будут говорить. Вот этот фактор будет тоже очень влиять. Ну и еще скажу один фактор, о котором не принято говорить, как бы, потому что считается, что это там зрадофильство, да.
Если вот я просто говорил ну, с многими мамами, у которых там я занимаюсь тем, в том числе, что помогаю там семьям раненых, да, раненых, контуженных сейчас много. И вот многие мамы, да, говорят там типа, я за войну до победного конца, а там типа, а ваш сын, там типа вот сейчас в Крым, и тогда начинается у мамы, да может и не нужен нам тот Крым, лишь бы сын живой остался. Таких настроений будет больше и больше. Я вам обещаю, вот я много наванговал в жизни и много неприятного. Я вам скажу один интересный факт. И этот факт исторический. Я просто хорошо знаю историю. Сначала устает армия, а потом общество. Вот и на России так. Армия ихняя уже не хочет воевать, а общество еще требует у Путина войны до победного конца. Но так бывает во всех армиях, в том числе у нашей. Единственное, что я говорю и прогнозирую, их армия устанет больше, их общество устанет раньше, чем наше. Вот всего лишь. Но этот фактор мы тоже должны иметь в виду. Чем дольше будет длиться война, тем больше людей готовы будут к компромиссу. Ну вот по поводу приведенных ваших вот этих трех Да, а пунктов, можно еще давайте можно попробуем. доскажу. Я доскажу, с вашего позволения, потому что это важно. И поэтому надо формировать позицию вот ради того, вот даже ради того, чтобы вы могли вернуться на родину. Мы территориями не торгуем, и территория не является предметом для компромисса. Крым – это Украина, точка. Мы будем воевать за него, ну, сколько угодно. Но Крым будет нашим. Донбасс будет нашим. Только для того, чтобы все, кто наши, кто уехал с Донецка, с Луганска, с Симферополя, с Бахчисарая, могли вернуться на родину, в свои дома. Вот за это. И поэтому надо сразу всем сказать, люди, мы не обсуждаем это. То есть это не обсуждается. Пока, кстати, Зеленский на этой позиции. Но Зеленский тоже электорально зависимый. Если поменяется ситуация в обществе, и его позиция поменяется. Но у Но нас мы ведь с должны другой. об этом говорить. Это понятно. Мы уже 9 лет, пана Виктора, слышим, что Крым – это Украина. 9 лет мы живем с этим лозунгом. Отличный лозунг, нам он очень нравится. Но за этим лозунгом должны стоять конкретные действия. И сегодня мы Точно. видим, что когда мы говорим, что Крым Украина, у нас есть реальный шанс сегодня Да. деоккупировать Крым, потому что Крым – это не просто территория, это не просто даже стратегическая территория, расположенная у берегов Черного моря, это народ. Это наши люди, это граждане Украины, это крымско-татарский народ, который на протяжении 9 лет подвержен российской агрессии, российской репрессиям и российским давлением, которые просто не заканчиваются. И мы не можем оставить этих людей. Мы не можем сделать так, чтобы спасение утопающих было делом только самих утопающих. Это неприемлемо. И мне кажется, что вот тот факт, который вы озвучили, что украинский народ и украинская армия сегодня мотивирована победой, именно эта мотивация сегодня нам послужит для того, чтобы деоккупировать Крым и для того, чтобы восстановились границы 91 года и территориальная целостность Украины. Да. Это вот что я хотела сказать. И второе, по поводу ядерного оружия. Давайте попробуем остановиться на этой теме и немного ее обсудить, потому что действительно очень много мы слышали различных там заявлений из уст западного истеблишмента относительно там каких-то опасений, возможности применения ядерного оружия и прочее. Но позвольте мне озвучить несколько контраргументов, а вы мне потом ответите, и мы вместе с вами проанализируем вообще, насколько реально применение сегодня ядерного оружия. Ведь это уже 2022 год, это не Хиросима и Нагасаки, это не Вторая мировая война. И очень глупо было бы использовать ядерное оружие там по какой-то степи, по какой-то территории, если там нет скопления большой армии. А в условиях вот нынешней войны это нужно быть абсолютным глупцом, чтобы, как во время Второй мировой войны, да, там
в одной точке скопить большую армию. В таком случае зачем Да. бить там ядерным оружием, применять ядерное оружие, ядерную там ракету, неважно, вот эта ядерная триада с воздуха, там по или с воды и так далее. И просто, если они за 2 месяца могут примерно так же уничтожить город, вот как Мариуполь, например. Там, если сравнивать, вот как ядерное оружие ударил, вот как бомба и ударила, города Да. практически нет. Тогда в чем смысл применять ядерное оружие, если они еще и знают, что за этим последует невероятное количество санкций, полная изоляция России, о чем, собственно, предупреждали Соединенные Штаты? Пожалуйста. Единственное, что меня делает оптимистом в этом плане, что Китай категоричен против применения ядерного оружия, а Россия все дальше, все больше превращается в страну сателлита Китая. И поэтому китайское мнение на теперь уже младшего брата Китая может быть существенным. Но, с другой стороны, надо знать вот тут психологию, кстати, и Путина, и русского народа. Ведь глубинный русский народ категорически за применение ядерного оружия. То есть вы, если сейчас сделаете опрос, то, ну да, может быть, москвичи, питерцы нет, но где-то в Тамбове, в Рязани вы получите однозначное большинство, там типа надо долбануть по Украине ядерным оружием. Большинство скажет надо. Не может быть, не там типа, так как же так, там, а надо. Но китайский брат, ну, русских, китайский брат против. Китайский брат сделал заявление из 12 пунктов, где недвусмысленно сказал, что Крым это Украина, и они признают Украину в границах 91 года. И второе, что ядерная война немыслима. И в этом как бы вот на чем зыждется мой оптимизм. Но с другой стороны, мой пессимизм в том, что Путин не будет отступать. Ну, надо знать психологию этого человека. Он не может проиграть, он не может позволить себе проиграть и кому? Украине, которую они считают второстепенным государством. И опять же, они по убеждению своему фашисты, потому что они себя считают высшей расой. Не может же высшая раса низшей проиграть. И поэтому они готовы будут идти до конца. И вот эти вот две площадки. Да, еще почему мы можем быть оптимистами, потому что, ну, там разные говорят, да, что 7 ступенек, там кто называет 7, кто 5, от нажатия Путиным условной красной кнопки до Подводной взлета лодки, условно. бомбардировщика. Да, да. Там несколько звеньев. И не факт, что какой-то генерал или потом майор захочет, он-то знать будет, что Путин своей семьей спрячется в бункере, а он своих детей не спрячет. И уже даже на уровне генерала. Зачем генералу было разворовывать русскую армию, обеспечивая не только себя, детей и внуков, чтобы теперь внуки просто сгорели в войне, и на каком-то звене кто-то скажет, нет, да ну его нафиг, я не буду в этом участвовать, и просто цепь разорвется. То есть у нас есть как бы факторы, позволяющие нам быть оптимистами, но и фактор для пессимизма: Путин проигрывать не собирается. А Ну и плюс, самый, да, если мы отберем Крым назад, мы возвращаемся к Крыму, это все, это Путин никто. ну и плюс, насколько я знаю, я, конечно, не эксперт в этой области, наверное, даже дилетант. Насколько я знаю, российский условный ядерный чемоданчик, он называется Чигет, он срабатывает только в том случае, если их радары, они заметили, что есть угроза ракетного ядерного удара по России. И оно срабатывает только в случае в случае обороны, насколько я знаю. И даже если эта система немного изменена, действительно там есть очень много уровней, то есть одновременно с Путиным еще этот приказ должен отдать министр обороны, там глава Генштаба и следующие уровни. И вероятнее всего, вот, кстати, тоже интересно на эту тему поразмышлять, это может означать прямой угрозой для жизни Путина. То есть его после такого приказа тоже могут убрать, нет? Я думаю, да, Запад может, да, нанести такой удар, но, грубо говоря, где-то его там на Ну или ближней даче. свои же могут просто его ликвиднуть.
вы абсолютно правы. И свои подумают, ну, почему мы должны уходить из жизни вместе с этим идиотом. Если просто его нет, нет проблемы. Да? А потом все свалить на него, и в том числе и потерю Крыма свалить на него. В этом плане да. Так что, ну, поэтому большинство людей оптимисты, но надо рассматривать оба варианта. И надо же, опять же, мы говорим, изначально мы о чем говорили, что боязнь ядерной войны именно и будет теми гирями, ну, какие будет вешать на Зеленского, Залужного западный мир, истеблишмент, что Владимир Александрович, не заходи в Крым, не заходи, давай остановимся на Перекопе и 15 лет будем договариваться политическим путем. Мало того, вы же заметьте, это сказал в декабре прошлого года Байден, когда Зеленский летал в Америку. Это прозвучало из уст Байдена. Мало того, это заявил Кулеба, что возможен вариант, что мы выходим на Чонгар-Перекоп и дальше долго договариваемся. Вот, то есть, как минимум в кулуарах это обсуждается. И, ну, будем откровенны, то есть мы должны тогда это честно говорить людям. То есть такой вариант. Украина выходит на Чонгар и Перекоп и не переходит там в Джанку и Армянск, да, за Перекоп, такой вариант может быть. Ну а ведь с другой стороны, мы опять же же, понимаем, поэтому что даже если предположить, вот давайте с вами поразмышляем, просто смоделируем ситуацию, даже если предположить, что мы выходим на границы 24 февраля 2022 года, там начинаются условно какие-то переговоры относительно будущего полуострова, там его деоккупация, политика, дипломатический путь, там Крымская платформа, опять это все начинается, все эти разговоры и так далее, и при этом сохраняется путинский режим, это означает, что через какое-то время они снова будут нападать. И через какое-то время они снова будут осуществлять очередную агрессию. И, возможно, в этот раз они уже с большими силами будут нападать. То есть стратегически это провально. Да. Возможно, Понятно, я что ошибаюсь, я просто размышляю сейчас. И такие нет, разговоры, они тоже идут кулуарно. абсолютно правильно. Пока Россия будет империей, и пока у большинства людей будет имперская ментальность, ну вот мы говорили, да, я вам сейчас по морде дам, да, потому что ничем другим похвастаться не могут. И, в общем-то, изменить их ментальность может лишь только большая катастрофа. Угу. А катастрофой для России может являться не просто поражение в войне, потому что просто поражение в войне, и мы получим Германию образца, скажем так, 1918 года, да, ну или 19, да, когда Версальский договор был подписан, унизительный для Германии. Германия должна выплачивать репарации, и это породило Гитлера, потому что Эпоха весь народ... реваншизма просто начнется. Да, да, и на России будет точно такое же. Поэтому, ну, в идеале это должен быть, ну, распад России. Все почему-то, особенно на Западе, боятся распада России. Но распад России какой? Мы же не думаем, что вот у них там 80 объектов федерации, у них было 78, по-моему, пока они не отжали Крым, или 79, да, ну, в общем, до 80 пусть, да, так, субъекта федерации. И мы же не думаем, что от Москвы отделится, там, скажем, Калужская, там, Тамбовская или Рязанская область. Это там преобладает русское население, вернее, бывшее угрофинское, но уже ассимилированное, уже, которые считают себя русскими. Да? Но на России есть много регионов, и в первую очередь мусульманских регионов, которые себя русскими не считают, хотя их уже дискриминирует и использует в своих целях Россиюшка много веков, не лет, даже не десятилетий, а веков. И это в первую очередь, это те республики, где русские в меньшинстве. А таких республик я когда-то считал 15 субъектов федерации. Ну, в первую очередь это Северный Кавказ, кроме Адыгеи, во всех остальных республиках, в Дагестане, в Чечне, Ингушетии,
Карачаево-Черкесии, в Балкарии большинство составляют 80 плюс процентов, а в некоторых, вот как в Ингушетии, там 96 процентов, составляет именно местная нация, да, вот ингуши. И эти Мгм. республики могут спрыгнуть с поезда легко и просто. Или Тыва, например, где тоже там 90 с чем-то процентов тывинцев, и, скажем так, там очень нелояльное к русским население тывинцы. Или, скажем так, мусульманские республики Поволжья, да, Татарстан, Башкортостан, Чувашия, вот, где тоже эти нации составляют большинство, во всяком случае, в своих республиках. Ну, в Татарстане, в Башкортостане где-то там 50 на 50. Кстати, и в Якутии точно так же, где якутов где-то 50%. Но, тем не менее, центробежные тенденции будут, и они будут усиливаться. И вот если эти республики смогут приобрести, ну, получить независимость, особенно Якутия, вы представляете, якутов 800 тысяч, ну, в Якутии живет, и Мгм. каждый гражданин Якутии может спокойно уехать в Дубай и только жить на ренту от продажи полезных ископаемых. Вот. И вот в таком случае, если вот такая катастрофа будет в России, что, скажем, неславянское население сможет сделать ну, может сделать парад суверенитетов. Вот тогда Россия может быть опомнится и перестанет быть империей, но где-то через поколение. Все равно, пока не уйдут вот из жизни все вот те, которые там помнят, деды воевали, и лакмусовая бумажка будет отношение к Сталину. Ведь только вывихнутый Мгм. народ может до сих пор считать главным своим кумиром Сталина. То есть, скажи мне, что тебе нравится Сталин, я скажу, ты фашист. Мгм. Потому что для меня Сталин и Гитлер в одном ряду. Вот. Гитлер фашист, Сталин фашист, Муссолини фашист. Вот если кто-то из этих вождей является кумиром человека, человек болен. Однозначно. А этот распад, на ваш взгляд, учитывая, что мы с вами выше и в начале нашего эфира обсуждали, что 78% россиян поддерживают Путина, он реален? Вы имеете в виду, правильная ли это социология? Нет, вообще, тут, ну, по поводу социологии, мне кажется, даже разговаривать смысла нет, потому что правильная она, неправильная, мы с вами не так никогда и не узнаем, учитывая, что если речь идет о России. Но Да, если да. мы говорим о том, что львиная доля сегодня населения России поддерживает Путина, можем ли мы в таком случае, в принципе, предположить, что какая-то часть из них выйдет там на улицы и будет осуществлен парад суверенитета? Нет, это может быть только после того, когда Путин сдохнет, и после этого, может быть, как это часто на России бывает, появляется тогда какая-то семибоярщина, да, То потому есть что какая-то перемена сознания должна произойти. ну, будет всегда в таких государствах, ну все, вот ушел вождь, на котором все держалось, да, а там есть ФСБшные генералы, есть Пригожины, есть региональные лидеры типа Кадырова, и есть Пригожинские, Кадыровские, и есть, ну, еще региональные какие-то, да, элиты. То есть несколько у этого стула, на котором сидит Путин, несколько ножек, да, на котором трон его держится. И вот если все сыпется, а кого выбрать старшим? Весь конструктор рухнет, и поэтому они будут стараться договориться между собой, и сначала будет семибоярщина. Вот как была первая классическая семибоярщина, потом вот мы очень четко ее видели, скажем, когда подох Сталин, М. когда Хрущев с Булганином, с Берией сначала договаривались, потом Хрущев только вылез. Вот так И будет и на опять России. это все было, да. И вот этот период зыбкости как раз и может стать тем временем, когда станет осуществиться парад суверенитетов. В первую очередь, я говорю, это должны быть мусульманские страны, ну плюс Тыва, Якутия. А мы с удовольствием признаем независимый, дружественный Украине, Дагестан,
Республику Нохчей, да, Татарстан, Башкортостан. С удовольствием. Это будет дружественная Украина страна. Дякую вам дуже, пане Викторе. Чохсагловна, что нашли время, подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Дякую за таку цікаву бесіду. Я вам дякую. Віктор Боберенко, політолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики, член громадської ради при НАЗК 2017-2019 роках і екс-член наглядової ради суспільного мовника. Залишайтесь першим кримсько-татарським. Корушкенджі досларнів бітики яйнларамиста.